должны предпринимать меры по защите персональных данных. Это защита наших граждан. А если в совокупности посмотреть, то каждые персональные данные наших граждан в совокупности предоставляют государственного значения данные. Значит, мы должны бороться за безопасность нашего государства в целом. И это безопасность в цифровом формате, и это называется и кибербезопасность. Значит, мы должны принять практические меры по предупреждению киберпреступлений. На текущий момент, как и всем известно, у нас есть основные три компонента, которые мы должны реализовать. И на сегодняшний день активно идет реализация первого компонента – это прокладывание волоконно-оптических линий связи. Это что такое для наших граждан? Это возможность доступа к высококачественному, высокоскоростному интернету. Это самое важное. Второй компонент по направлению – это реализация, соответственно, облачных решений. Правительственное облако называется G-Cloud. И третий, один из важнейших подкомпонентов третьего компонента – это цифровые навыки. То есть развитие цифровых навыков у наших граждан, госиммунслужащих, следовательно, создание основ для построения цифрового общества. И здесь мы очень рады партнерству с Университетом Центральной Азии, где мы совместно проводим тренинги, то есть Университет Центральной Азии проводит тренинги интенсивные по продвинутым цифровым навыкам для госслужащих. Мы считаем, что это очень важно, так как госслужащие – это, скажем, первые, наверное, люди, которые будут потом передавать эти навыки нашим гражданам. Так как сейчас в рамках этого проекта идет активное подключение всех населенных пунктов к интернету, и когда все населенные пункты, школы, больницы, государственные и муниципальные органы будут подключены к интернету, то потом в ближайшее время появятся и государственные услуги онлайн. А как эти государственные услуги предоставлять, какие есть возможности в интернете, какие могут быть угрозы в плане кибербезопасности, какие есть современные тренды, то есть интернет вещей, искусственный интеллект. Все вот эти темы покрываются данными тренингами, чтобы государственные служащие они могли стать, ну, во-первых, качественно предоставлять госуслуги для граждан, а во-вторых, они могли стать и тренерами для наших граждан Кыргызской Республики. Для нас очень было интересно послушать все лекции, которые были проведены, включая цифровая экономика, потому что на данный момент мы пишем концепцию цифровой трансформации, где одним из этапов данной концепции будет развитие цифровой экономики. Для меня, например, как одного из разработчиков данной концепции, было очень интересно послушать эту лекцию. Очень продуктивный был тренинг, где мы можем применить, то есть практические какие-то навыки. Очень многое взяли, и действительно, я тоже считаю, что это кибербезопасность, вот эти все темы, которые сегодня затрагивались, они должны преподаваться даже в школе, со школьной скамьи. УЦА в рамках ДИКАСа обучил примерно 870 госслужащих, из них 50% это женщины. Участники были большинство с Бишкека, с Нарына и также с Аша. Мы давали тренинги на тему кибербезопасность, киберпреступления, кибергигиена, цифровая экономика. В будущем мы планируем обучать группу участников с Баткена, и также будем продолжать обучение в Бишкеке и в Нарыне. Только у нас поменяются темы. Будем давать тренинги по Тундук, SET и Project Management.